الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Так, закройте. Я что другому не мешать. Альхамдулилля, по милости Аллаха, мы с вами собрались где? Мечеть. Что такое мечеть? Дом Аллаха. Правильно, дом Аллаха. То есть сейчас мы являемся гостями Аллаха. И это очень большая милость. Почему? Как думаете? Вот, то есть прийти сюда, вот знаете, уже в течение 20 лет, 21 год пошел уже, да, я уже начал не просто быть мусульманином, а практиковать. То есть что такое практиковать? Это уже соблюдать каноны ислама. То есть читать намаз, да, учиться. И есть люди, которые приходят к мечети, к забору, например, да, и не могут войти. Кто-то говорит, я стесняюсь, я не готов, я не знаю, я недостоин. Все вот эти слова, да, это с одной стороны может быть и оправдание, а с другой стороны человек просто не может перебороть свой страх. Из-за этого, альхамдулилля, то, что вы сюда пришли, и то, что Всевышний вас привел сюда, это уже очень большая победа. Почему? Потому что Всевышний не каждому дает такую возможность. И помните, мы на том уроке уже рассказывали, да, самое большое богатство для мусульманина это что? Как думаете? Иман. Правильно, иман, то есть вера. Почему? Потому что кому-то тоже будет повторение, да, но кому-то это будет первый раз. Но почему я на этих вещах заостряю внимание? Потому что это важные вещи. Посмотрите, вера, иман. Вот эту вещь, которую человек не может увидеть, не может потрогать, не может за любую работу заработать. И ни за какие деньги он не сможет купить. Нигде. Почему? Потому что нигде не продается. Нигде. Если в этом мире посмотреть, супер большие магазины, там чего только не найдешь. Но имана нету. Почему? Потому что вера не продается. И вот эта вера, вот этот иман, да, это подарок от Аллаха. Подарок. И за это этот подарок мы должны ценить. И у каждого из нас, наверное, был такой подарок в жизни. Пусть это может самый близкий человек, там мама или папа в детстве, что-то вам подарили. И как оцените, да, также надо оценить веру. Потому что это самое большое богатство. И не здоровье, и не дети, и не семья, и не родители, а именно вера. Почему? Почему именно вера самое большое богатство? Как думаете? В чем именно смысл, причина? А что остальное купить можно? Например, родителей, семью, уважение или же здоровье не всегда. Потому что Бог создатель всего этого. Может быть, из-за того, что еще получается, каждый человек отдельно отвечает самостоятельно за свои деяния. То есть, вот этот смысл еще идет. Это тоже есть. Но смотрите. Правильно. То есть вера, она заложена в сердце. Так ведь? И смотрите, но вера это единственная вещь, которая нам поможет не только в этом мире. Потому что этот мир, мы здесь вечно живем. А сколько? А сколько живем? До судного дня. Не до судного, сколько нам предписано, так ведь? То есть первый человек, это был Адам, алейхиссалям, да? Он родился, то есть Аллах его создал, он не родился, Аллах его создал, да? Потом он прожил 950 лет, он тоже умер. И до судного дня, сколько еще будет, мы не знаем. Из-за этого Всевышний дал нам время прожить
нашу жизнь. Это наша жизнь. Кто-то говорит, то, что вот в этой жизни она бывает один раз только, и надо попробовать все. С одной стороны, я с этим согласен, а с другой стороны, нет. Почему? Потому что, живя вот в этом мире, мы должны готовиться к следующей жизни. А следующая жизнь будет, нет? Будет. Вечная жизнь. Вечная жизнь. Вот к этой жизни мы должны подготовиться. И вот даже вчера, во время хутбы, я именно на эту тему посвятил свою хутбу. Почему? Потому что вот в этом мире, чтобы достойно, хорошо жить, пусть будет в светлой квартире, хорошей квартире, да, со своей семьей, радоваться, вкусно кушать, хорошо одеваться, на хорошей машине ездить, мы сколько сил, времени и имущества тратим. Но вот это все, пусть это будет квартира, пусть это будет машина, да, одежда, еда, она что? Временно. После того, как ты из этого мира уйдешь, с собой унесешь все это, нет? Нет. Ничего не сможешь унести. Это все останется здесь. Кроме как твоих делов. Дела. Сказанные слова и сделанные дела. И вот этот момент, вот лично я когда понял? Когда у меня умерла мама. Когда мне было 15 лет. Я реально понял. То есть мама для меня была это самый близкий человек. Самый близкий. Я начал думать, а как же сейчас я ей могу помочь? Как? Потому что у нас была малосемейка, она здесь осталась. Она сколько работала, пыталась, да? И еда, которую человек съел, тоже здесь остается. Одежда, которую он носил, тоже здесь остается. Квартира, машина, все здесь остается. А как же мы можем помочь? И я вот задумался, как я ей могу помочь. И после смерти я понял то, что реально сейчас я могу помочь ей, только делая дуа. То есть молясь за нее. Почему? Потому что я услышал хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Кто такой Мухаммад? Последний пророк. И еще кто? Посланник Бога. Посланник Бога. Еще? Как думаете, кто он еще? Коран же писал. Он Коран не писал. Через него через него пришло до нас. Человек, не совершавший ни одного греха. Еще. Он является нашим учителем. Он является для нас примером. И смотрите, какое у него есть высказывание. Он говорит, человек, когда человек умирает, его книга деяний закрывается. Есть ли у нас книга деяний? Да. А где она? Мы ее видим? Нет. А мы его увидим? Увидим. Когда мы увидим его? Судный день. Судный день, правильно. Когда нам дадут судный день, вот тебе твоя книга деяний, или твой дневник. Представьте себе, то, что дневник, который каждое слово, каждое дело записывается. И представьте себе, откройте вы эту книгу и начнете перелистывать. И увидите все, что вы сказали, все, что вы сделали. И вот здесь мы что приготовили, что мы туда записали. Потому что это не чей-то дневник. Представьте, вот вы сейчас здесь, может быть, родители, да, даже вот откройте дневник своего сына, если увидите 2. Это получается все равно, это не твоя 2, это 2 твоего сына. Но сын-то чей? Твой. И также, если вот вы, например, откроете свой дневник и посмотрите, а там 2, приятно будет? Не знаю. Но пока вы просто об этом не думаете. Не всегда. И этот приходится, мысли приходят, а что же ты сделал? В ситуацию попадаешь, и это как оно было, что сделалось, и она приходит. И у всех говорят, вождан, который внутри, у всех она работает. Да, но смотрите, то есть Аллах Субханаху ва Тааля справедливый. Да? И Он
Каждому, вот бывают разные ситуации. Иногда двойку ставят, да, ну ты вот не смог, у тебя была причина. И ты просто не подготовился к уроку. Аллах это знает. И в судный день Он за это двойку не поставит тебе. Но есть реальные ситуации, где именно ты провинился. И вот здесь подумайте, а для будущей нашей жизни мы что приготовили? И если кто-то скажет, то, что я ничего не приготовил, я скажу, вы ошибаетесь. Вы уже начали готовить. И то, что вот кто-то на той неделе пришел, сделал сюда первые шаги, да? Кто на этой неделе пришел, вот это уже подготовка. Почему? Потому что вы начали задумываться над этим. И, альхамдулилля, не важно, когда человек сюда пришел. Не это важно. Вот, например, я понял это 20 лет назад. Вы поняли это сейчас. Самое главное то, что вы это поняли. И самое главное, оставаться на этом. Потому что бывают разные ситуации. И Аллах Всевышний нас ради чего создал в этом мире? Помните, я вам говорил на том уроке? Испытание. Проверить нас. Проверить нас и еще Будем ли мы верить? будем ли мы поклоняться. Потому что Аллах в Коране что говорит? «Вама халяктуль джинна вал инса илля лиябудун». То есть я создал джиннов и людей, чтобы они поклонялись мне. И чтобы стать мусульманином, я говорил, то, что первое, это надо уверовать в Аллаха, то, что Он один и то, что Он существует. Второе, мы должны сказать что? Шахада. Шахада какая? Дальше. Правильно, то есть ля иляха илля Мухаммад Расулуллах, да, мы сказали хорошо. Помните, привел пример. Пришел ты с дипломом, например, да, на работу и говоришь, я электрик или я сварщик. Директор что говорит? Хорошо. Вот тебе испытательный срок, докажи. А здесь тоже. То есть мы, сказав ля иляха илля Мухаммад Расулуллах, должны не просто все, я молодец. Нет, докажи, покажи. А как? Именно читая намаз. Почему? Потому что Аллах после того, как сказал, скажи ля иляха илля Мухаммад Расулуллах, второй он что приказал? Вакаймус саля. Выстаивайте молитву. Из-за этого мы сегодня здесь собрались, чтобы научиться читать намаз. И помните, мы с вами разбирали 3 правила. Кто помнит? Кто может повторить? Помни Всевышнего, Он тебе вспомнит. И Он тебя вспомнит. Так ведь? То есть «Фазкуруни азкуркум». Вспомни Его, то есть вспомни Всевышнего, и Он вспомнит тебя. То есть мы, помните, говорили, когда человек вспоминает Аллаха? Когда хорошо, когда плохо. Но больше, когда плохо. Правильно, когда в основном, когда плохо, когда тяжело. И он начинает обращаться. И мы просто сказали, а ты вспоминай, когда тебе хорошо, и Всевышний тебя будет оберегать от тяжелых ситуаций. Это было первое правило. Например, вы проснулись, открыли глаза и сказали «Альхамдулилля», то есть хвала Аллаху, то, что я смог проснуться. Начали кушать. И что надо сказать? Бисмилля. То есть с именем Аллаха. Почему? Потому что, альхамдулилля, Всевышний дал тебе пропитание. А мы, конечно, не видели. Наши деды, наши бабушки, они видели это. Где? Когда не было еды. Они реально это прочувствовали. Мы понаслышке это знаем. И не дай Аллах, чтобы мы это увидели и прочувствовали. Второе правило. Благодари и получишь больше. Да, то есть «Ля иншакартум ля азиданнакум». Если вы будете благодарить, то непременно вы получите больше. Например, иногда бывает такое, то, что нам говорят, вот ты садака дай 10 рублей, и получится больше. Или, например, давай, скажем, 100 рублей дай, и получишь больше. Он говорит, ну я же вот отдал, но не увидел больше. Но это не только материально. Мы должны понять. Иногда бывает то, что вот эта садака, то есть ты благодаришь Всевышнего за то, что Он тебе дал возможность заработать. Кто-то вот, наверное, бизнесмен, да, или что, он просто отдает, благодарит Всевышнего за это. И вот это не просто у тебя добавляется материально только, а, например, Аллах защищает тебя от
болезни. Может быть такое? Да. И когда Аллах защитил тебя от болезни, получается, ты сколько своего имущества Не потерял. не потерял. Это как минимум лекарство. Или даже посещение врача. То есть то на такси едет, то на своей машине, по любой. Да? Потом лекарство, потом еще там дальше. Рабочее время. Да, время. То есть вот уже что. Из-за этого мы даже не просто должны смотреть только вот материально. На сегодняшний день мы как бы так только и думаем. Но надо чуть-чуть глубже смотреть. И третье правило какое? Намаз. Проси, молись и получишь. «Вад'ухум астаджиб лякум». «Вад'ухум астаджиб лякум». То есть, просите у меня. То есть, Всевышний говорит, дуа кыл, проси, помолись, обратись ко мне. И я тебе отвечу. И посмотрите, вот исходя из этих 3 правил, не будем далеко уходить во времена пророка, да, а ближе посмотрим. Наши деды, наши бабушки, в какое время они жили? Абайлар, вот Во время войны, до войны. во время войны, до войны или после, да, ну, смотрите, были тяжелые времена, но они все равно не оставляли поминания Всевышнего. Потому что, если спросить, ну, у большинства, то их научили кто? Религии. Бабушка с дедушкой. Они как минимум говорили, скажи бисмилля, скажи дуакал, то есть после того, как покушал. То есть вот эти зачатки, вот это зернышко они посадили. То есть они всегда понимали то, что они должны помнить Всевышнего. И они должны благодарить за то, что у них есть. И третье, когда в эти тяжелые времена они не забывали Всевышнего. Они поднимали руки и просили, обращались к Нему. И вот результат этих мольб мы когда видим? Где видим? На себе. Посмотрите, сейчас как мы живем. Задумайтесь и сравните. Сегодня даже наш обычный стол, обыденный, да? Пусть это будет завтрак, обед или ужин, да? Это, наверное, даже лучше, чем ихний праздничный стол. Единственное, вот одно сравнение. И они даже в те тяжелые времена, когда нельзя было намаз читать, запрещали. И когда у них там надо было за дровами ходить и на поле урожай собирать, они все равно не оставляли намаз. Они понимали то, что если сейчас они это оставят, то вот это время, которое им уделено, оно пройдет. Жизнь закончится, но есть следующая жизнь. А вот там, что уже будет ждать их? Дневник. Дневник. И они это понимали и готовились к встрече со Всевышним. Из-за этого пусть каждый из нас тоже задумается над этим и будет готовиться к встрече со Всевышним. Это как бы было вступление и напоминание того урока. Так, на том уроке мы с вами прошли как? То есть для того, чтобы прочитать намаз, должно быть сколько условий? 5 условий. Нет, даже 6. 6 условий. Так ведь? То есть сначала мы с вами сказали то, что кто должен намаз читать, это, во-первых, мусульманин, да, во-вторых, достигший совершеннолетия, и в-третьих, дееспособный, то есть благоразумный, то есть тот, кто понимает свои действия. То есть сумасшедший, например, да, с нему не требуется намаз читать, потому что он не понимает. Из-за этого вот эти, то есть тот, кто должен читать намаз, это вот должно быть 3 условия. И потом, вот мы захотели прочитать намаз. Мы должны совершить сначала до намаза 6 условий. То есть это то, что не касается намаза, это вот внешне, до намаза. Первое, это что? Тахарат. Вот к нему мы вернемся чуть позже, да? То есть как брать тахарат. Второе.
Чистота одежды и место, правильно. То есть наша одежда должна быть чистой, и наше место, где мы молимся, тоже должно быть чистым. Почему? Вот смотрите, получается, вот эти первые два пункта – чистота. И наш учитель, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ат-тухур шатруль иман». То есть чистота – это половина веры. Чистота – это половина веры. Из-за этого в религии ислам чистота занимает сколько получается? Половину. Из-за этого человек перед тем, как прочитать намаз, он должен очистить, во-первых, свое тело, чтобы у него было чистым его одежда и его место. Третье условие какое? Закрывать Аккуратно. голова. То есть презренные места мы должны закрыть. У мужчины это от пупка до колен. То есть это как минимум вот эти места должны быть закрыты. Как минимум. Четвертое условие. Направление кибла. То есть направление киблы. То есть не просто вот куда захотел и читаешь. Нет, не так. То есть все равно должно быть какое-то направление. И мы знаем, в исламе это направляет в сторону Каабы. Каабы, то есть это черный камень. Да, вот туда все мусульмане направляются. Пятое условие. Время намаза. Время намаза. То есть в день мусульмане сколько раз читают намаз? 5 намазов. И у каждого есть свое время. Но не определенное. Там точно 12, например. Период. Нет. Как? Период времени. Да, период времени. Это мы тоже на нем чуть позже остановимся. И шестое. Намерение. Намерение. То есть намерение именно мы должны понять, для чего мы это делаем. Что мы делаем. И вот эти 6 условий, которые должны мы выполнить до намаза. С одной стороны думаешь, это слишком много, но с другой стороны это как бы все легко. И мы с вами начали первое условие разбирать, да, это как брать тахарат. Так, сейчас у каждого буду спрашивать. То есть первое, например, брат, давай, ты, что мы должны сделать? Омовение. Да, что вот омовение, чтобы взять, вот, например, я пришел, да, перед краном стою, все, я что сначала должен сделать? Бисмилля сказать. Сказать бисмилля. То есть бисмилля, то есть переводится с именем Аллаха. Все, хорошо, то есть бисмилля я сказал. Второе что? Так, нет. Руки, кисти. То есть моем руки до кистей рук. И правую, и левую трижды. Да, то есть вот так, то есть моем, да, моем именно 2 руки, кисти рук. То есть чтобы у нас руки были чистыми. Якша, потом вы. Третье. Потом полощем рот. Сначала полощем рот 3 раза. То есть берем правую руку воду, да, и споласкиваем. То есть не обязательно так делать. Просто сполоснул рот и выплюнул. Чтобы внутри рта не осталось пищи. Например, покушали, да, и чтобы пищи не осталось. Хорошо, дальше. 4-е условие. А вы знаете? Или вы первый раз? 2-й раз. Помните 4-е? Что? После рта. То есть споласкиваем нос. То есть получается мы берем правой рукой воду, да, втягиваем в нос и потом левой рукой высмаркиваем. И так 3 раза. Якша, 5-е. 3 раза лицо моем. То есть моем лицо. И мы говорили то, что лицо, то есть границы лица где? Какие? Где волос начинается? Да, Да, то есть от начала волос, то есть от верхней части лба до подбородка, да, и от мочки ушей до других ушей. То есть не просто вот так взял воду, да, и помыл. Нет, этого недостаточно. То есть берешь воду и поставил, и вот так полностью моешь. Итак, 3 раза. Все, помыли лицо, дальше. Вы знаете? Потом голову так. Нет. До головы другое еще. Правильно. То есть потом мы моем руки до локтей. И помните, я вам говорил, сначала мы моем правую руку, да, от начала кончиков пальцев до локтей включительно. Некоторые моют до локтей. Это уже неправильно. То есть до локтей включительно. То есть чем выше, вот локоть все помыл, да, тем лучше.
То есть локоть тоже надо помыть. И снутри, и снаружи. Все, помыли сначала правую руку 3 раза, потом левую руку 3 раза. Хорошо, потом? Потом голову. Не давай, все. Один раз. Голову. Ну ты знаешь, нет? Как именно протирать голову? Да, головы. Нет, как? Вот так. Сейчас покажу. Смотрите, правильно. То есть мы протираем голову. Не моем, а именно протираем. А то некоторые берут там воду и все, наливают, там все, если вот течет. Нет, так не надо. То есть засунул руки, да, все, стряхнул, и потом мы берем что? Руками сначала назад идем, потом вперед. Вперед протираем голову сколько раз? 1 раз. 1 раз. То есть 1 раз достаточно. Потом, что делаем после головы? Моем ноги 3 раза. Нет, до ног еще есть. Шея, уши. Да, шея. Сначала мы моем уши. И смотрите, уши мы как берем? Сначала указательный палец. Указательным пальцем мы сначала... Клокнув фрага, как будет? Вот эта часть. Раковину... Что раковина? Ушная раковина, да? То есть мы указательным пальцем сначала моем вот каждую эту часть, да? Промыли, да? Указательным пальцем. И уже большим пальцем мы моем снаружи. Снаружи вот так протерли. То есть вот так мы моем уши. Хорошо? То есть смотрите, указательный палец, вот так мы ушную раковину промыли. И большим пальцем уже снаружи моем ухо. Все, помыли ухо, потом мы... Ноги моем. Как их моем? Сначала правая с пальцами. То есть сначала мы моем правую ногу, да? Щиколотки. До щиколотки. Что такое щиколотка? Где она находится? Кости. Кость, то есть... Да, то есть нижняя кость, вот выше щиколотки надо помыть. То есть не до щиколотки, а именно выше. То есть сначала мы моем правую ногу, так ведь? И даже между пальцами тоже моем. 3 если... раза, да? Да, 3 раза. Потом уже моем левую ногу. Хорошо? И потом мы говорим дуа. Дуа, который мы, конечно, с вами не записали, потому что, чтобы вам и так пока надо много чего учить, да? Как бы вещи есть, которые надо обязательно сделать, обязательно прочитать. А есть вещи, которые не обязательны. Но если ты их сделаешь, то будет лучше. Из-за этого сейчас мы с вами спускаемся вниз, и каждый берет тахарат. Чтобы именно была практика. Хорошо? Это уже как из кувшина же вода льется, так же будет выходить. Да? Когда вот в школе еще учился, по воскресным тоже сюда в школу ходил, рисали, Мгм. нас обучали тоже, но вот уже как бы этот перерыв был уже. Ну да, то есть это у всех так. То есть смотрите, даже когда ребенок начинает учиться ходить, да, раз он упал, и все, уже боится встать. Или даже когда вот бывало, кто руку сломает или что, не дай Аллах, да, но бывает такое, потом надо разрабатывать. Это везде так. То есть мозг это тоже мышца. Она что-то забывает, слабеет, и потом ее чуть-чуть напряжешь. Но то, что заучено 1 раз, да, то потом вспомнить все равно легче. Иногда даже бывает, ой, я забыл. Я задаю вопрос, а ты знал или нет? То есть, если он знал, то ему вспомнить легче. А если он не знал, то он не знал. И вспомнить как бы тяжело. Кто еще готов? Давайте, не стесняйтесь. То есть, смотрите, когда человек стесняется, это естественная вещь. Это обычная вещь. То есть, это природная вещь. Но, смотрите, когда человек стесняется, он как бы не сможет как бы достичь успеха сразу. То есть, быстро. Потому что ошибется, упадет, споткнется, да, и ему никто не подскажет. А когда человек прочитал, да, ему сразу говоришь, все, вот здесь у тебя ошибочка, а так все хорошо, и все. И когда он уже 1 раз прочитал, первый шаг сделал, самый тяжелый шаг. Первый шаг сделал, это очень тяжело. Так ведь? Даже вот сюда в мечеть прийти, сделать первый шаг, это очень тяжело. Но если ты этот первый шаг сделал, то потом 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, это уже легче. Из-за этого... Да, Денис? Попробуй. Давай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ва-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка наста'ин. Ихдина сиратал мустақим. Сиратал лазина ан'амта алейхим. Не, гайриль. Гайрил магдуби алейхим.
ولا الضالين آمين. Молодец. Вот. Молодцы. Еще главное вот в определенных местах, где растягивать правильное произношение. Ну, это чуть позже. Да, да, конечно. То есть сначала основа. Основа. То есть где-то какие-то буквы неправильные, но это не проблема. То есть вы же учитесь. То есть, когда, например, ребенок учится говорить, да, ты неправильно сказал, ему же не дашь, так говорить. Здесь то же самое. Здесь, то есть мы все учимся. То есть главное тихонечко произносить, а потом дальше этот. Аллах облегчает. Главное, говорю же, вот этот первый шаг сделать, и все. Мы должны понять. Первый шаг сделал, и потом Аллах облегчает. Вы же не там ни на какое греховное дело идете. Если читаешь и окончание неправильно говоришь, или произношение неправильно, это будет считаться? Это будет считаться. Но все равно надо развиваться, учиться. Намерение. Намерение, то есть подходите к нам, да, например, говорите, давай-ка проверь-ка меня. То есть хорошо ли я произношу или нет, правильно или нет. И здесь уже тихонечко мы тоже будем исправлять. То есть смотрите, сначала вот идеально, это надо много работать. Даже я суру Фатиха сдавал целый месяц. Чтобы было как бы более или менее как бы правильно. Где-то растянуть, но самое главное, например, произносить правильно буквы. То есть где-то бывает хо, где-то ха, например. Это тоже как бы разница. Где-то надо притянуть, где-то не надо тянуть. Это тоже разница. Но это как бы самое главное ваше желание, и как бы вы вот начали. А потом дальше тихонечко будем идти. Не проблема. Так, кто еще готов? Давай. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Валяддалин. Амин. Молодец, альхамдулилля. Хорошо. Кто еще? Абыйлар. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Молодцы, альхамдулилля. Походу, уже когда родились, знали это, да? Кто еще готов? Айда, айдать. Бисмиллахи рахмани рахим, алхамдулиллахи раббил аламин, рахмани рахим, малики яумиддин, ияка набуду, ияка настаин, ихдина сират мустахим, сират лазина, ан'ямта алейхим, гайрил магдуби, алейхим валяддалин. Амин. Молодец, альхамдулилля, тоже давно уже когда походу этот. Вот. Альхамдулилля, кто еще? Кто еще? Давайте, давайте. Яумиддин. Ва ияка. Ихдина сират аль-мустаким, сират аль-лазина ан'амта алейхим, гайрил магдуби алейхим валяддалин. Амин. Молодцы, альхамдулилля. Альхамдулилля, кто у нас еще остался с собой? Давайте, можете же, хотите. Только по книге. Все, не проблема вообще. Давайте, читайте. Аузу билляхи мина шайтан и раджим. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахмани рахим. Малики яумиддин. Ияка набуду ва ияка настаин. Ихдина сирата аль-мустаким. Сирата аль-лазина ан'амта алейхим. Гайрил магдуби алейхим валяддалин. Амин. Альхамдулилля, молодцы. Очень хорошо читаете. Где-то, знаете, вот если каждый день будете читать с утра и вечера, наверное, за недельку точно выучите. Иншаллах. Так, Абай, вы остались. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن. Молодцы, альхамдулилля, очень хорошо. Так, вы на следующей неделе, да? Или сейчас? Могу сейчас? Давайте. Потом вы сзади готовьтесь. 29 страница. بسم
Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамду. Альхамду лилляхи раббил аламин. Рахманир рахим. Малики йомуддин. Ияка набуду ва ияка Настаин. настаин. Произношение знал. Ага. Ибдинас сиратель мустаким. Сиратель лязина Ан'амта. амта аляхим. Гайриль магдуба. Магдуби. Дуби аляхим. Валдат валин. Валяддоллин. Долин или далин? Доллин. Долин. Амин. Молодцы. Альхамдулилля. Будешь читать? Давай. А? И он наизусть знает. Альхамду. Алхамдулиллахи раббил аламин, рахманир рахим, малики йомиддин, ияка набуду ва ияка настаин, иhdина сиратал мустаким. Сираталь. Сиратал лазина ан'амта алейхим, гайрил магдуби алейхим валяддаллин. Амин. Молодец, альхамдулилля, красавчик. Да-да, конечно. А можно маску снять, а то не совсем слышно. Ага. Рахманир рахим. Алхамду лилляхи раббил аламин. Рахманир рахим. Малики йомиддин. Ияка набуду ва Ияка. ияка настаин. Ага. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Молодец, альхамдулилля. Четко получается у тебя. Все? Вот каждый день будешь читать? С утра и вечером, да? Все, через неделю выучишь, иншаллах. Точно. Да, Габы, вы, наверное, последние остались. Наверное. Альхамдулиллахи, бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики йомиддин. Ияка набуду ва ияка настаин. Иhdинас сираталь мустаким. Сираталь лазина Ан'амта. Алхамта алейхим. Гайрил магдуби алейхим валяддалин. Амин. Молодцы, альхамдулилля. Альхамдулилля. Все у всех очень хорошо получается. Просто чуть-чуть уж надо постараться, да, его выучить и вперед, иншаллах. Так, все, домашнее задание, альхамдулилля, все справились, молодцы. Кто-то в первый раз, но все равно уже читают. То есть, альхамдулилля, то есть виден свет в конце тоннеля. Иншаллах, скоро мы его достигнем. Сейчас у нас осталось буквально полчаса, да? Не устали еще на перемену? Нет? Ну все, я рад. Сейчас мы с вами переходим к следующему этапу, да? То есть, смотрите, тахарат мы с вами взяли, то есть чистота одежды и чистота места. Вот как вот задали вопрос, да? Здесь не именно в грязи дело. Не в грязи дело, а именно наджис. Что такое наджис? Это вот, может быть, моча может попасть, да? Или же, например, кровь. Кровь или своя кровь, или чужая кровь. Ну, когда вот режешь, например, да? То есть тогда уже, или, если это маленькое, да, например, то надо помыть. А если уже большое, то уже в стиралку, наверное, засунуть. Или другую одежду одеть. То есть именно вот в этой... А если там пыль стряхнул или грязь, там это как бы не проблема. Самое главное, чтобы не было наджиса. То есть вот, мочи или еще что-нибудь. Можно вопрос? Да? Вот намаз в мечети тахарат сделал полное омовение дома. Пришел сюда, надо здесь тахарат делать? Нет, не обязательно. Нет. Ну, если ты по пути не испортил тахарат, то проблем нет. То есть дома сделал, пришел сюда, не надо? Конечно, проблем нету. Проблем нету уже. Самое главное, чтобы тахарат был.
Мы с вами же прошли то, что вот нарушает. Если ты тахарат не нарушил, то проблем нету. То есть бывает, тахарат здесь берешь из дома и можешь говорить целый день, там, где только не бываешь, на работе, в мечети, куда только не ходишь. Если тахарат не испортил, каждый намаз может прочитать этим тахаратом. Не проблема. То есть из-за этого у нас, чтобы была чистая одежда, именно не было ни крови, ни мочи, то есть вот эти вещи, да? И чтобы у нас место было чистым. То есть зачем стелит коврик? Коврик обычно можно не стелить. Например, дома, у кого дети, например, да? То есть ты там же не знаешь, маленький ребенок, там он может описаться, например, да? То есть там вероятность того, что может быть. Из-за этого стелишь коврик, туда же, да? И все, на нем читаешь, проблем нету. И это как бы одежда и тело. Одежда и место. Так, следующее у нас, какое там было условие? Аккурат, аурат. Аурат, то есть закрыть аурат, да? Желательно, конечно, чтобы твое тело, то есть была какая-то футболка или рубашка и штаны. Но самый минимум, это чтобы у тебя от попка до колен было прикрыто. Например, зашел ты в баню, помылся и смотришь, время же уже намаза. И пока ты помоешься, выйдешь, да, домой идти неохота. Ну, там в деревне, да, там, баня обычно отдельно. И все, что делаешь? Все, шорты одел, например, шорты, длинные шорты, да, по колено. И все, можно полотенце на плечи закинуть, да, желательно, чтобы плечи тоже были закрыты. И все, и прочитал намаз. Потому что одеваться там, футболка, это все, ну, как бы сложно. Из-за этого, говорю, шорты одел, полотенце накинул, и все. Или же можно обмотать полотенце, да, оно что же, как бы, до колен же. Прикрывает. Да, прикрывает от пупка до колен. Все, и в этом намаз прочитал. То есть, вот так тоже можно намаз прочитать. Полотенце-то оно открыться колено включительно или? Да. Ну, как минимум, вот, до колена, вот здесь. До колена. Как? Ну, оно может открыться, из-за этого уж нормально, когда делаешь, и все уж. Ну, из-за этого, ну, чтобы, когда ты, например, сидишь, да, вот мы будем сидеть, да, чтобы именно вот эти части, ну, не открывались уж. То есть, как сказать, ляжки не открывались. Из-за этого желательно, ну, шорты одеть. Ну, я говорю, как бы самые такие ситуации бывают из-за этого. Потому что у нас религия ислам, она легкая. Иногда мы начинаем себе какие-то рамки ставить. Но на самом деле их можно делать. И мы как бы усложняем иногда. А когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, у него был выбор выполнить одно дело вот, сложное и менее сложное. Он всегда начинал с менее сложного. Из-за этого религия ислама тоже легкая. Иногда бывает, вот, ну как я сейчас начну намаз читать, мне аж 5 раз в день надо читать, вот это нереально. Из-за этого начни с одного. С одного начни. Например, сначала там 1 раз в неделю, потом 2 раза в неделю, 3, 4, потом каждый день 1 намаз, например. Любой. Вот так тихонечко привыкаешь. Москва тоже не сразу. Какой? Желательно какой? Хоть какой. Какой тебе удобно. Перед сном. По времени, наверное, смотришь. Ну да уже. Ну, не, вот перед сном, например. Пришел ты ночной, прочитал 4 раката. Или проснулся, например, утренний. То есть хотя бы вот с этого начать тихонечко. Москва же не сразу строилась. Здесь то же самое. Тихонечко, тихонечко. Главное, вы должны понять, зачем этот намаз вам. Для чего он нужен. Не просто вот я намаз читаю, головой я пол бьюсь. Нет, не в этом смысл. Нет, именно намаз, какую пользу тебе принесет. Вот что мы должны понять. Вот это, когда вы поймете, то тогда уже легче будет. Просто на работе, например, некогда с этим намазом заниматься. Как бы вот ничего такого. Понятно. Из-за этого вы на работу вы с утра уходите? Ну, да. Утренний можете прочитать. Домой пришли во сколько? Вечером. Перед сном намаз прочитали ночной. Утренний, ночной. Хотя бы. А потом, смотрите, поймите одну вещь. Мне вот обычно люди как говорят, вот я сейчас перестану пить, перестану курить и начну намаз читать. Нет, так не получится. Ты сначала намаз начни читать, а потом и перестанешь и пить, и курить. Вот так получится. Все радости жизни, да, сразу. Да, потому что у человека уже меняется мировоззрение, понимание ценности жизни. Вот я сейчас намаз читаю, да, и курю. А получается, то, что я вот намаз читаю, это вообще, ну... Лицемерие? Не то, что лицемерие. Вот я намаз прочитал и покурил. То есть, получается, я свой намаз, все, от него ничего не осталось. Опять намаз прочитал, опять покурил или попил.
опять от намаза ничего не осталось. И все, он тихонечко так, я же намаз читаю, время трачу, сил трачу. Так, давай-ка я вот это тихонечко буду оставлять. И все, он тихонечко от этого отдаляется, и все. Это сильно портит. А? Буза. Ну, это грех. Получается, смотрите, вот ты стоишь на месте, да, например, намаз прочитал, прыгнул вперед, один шаг сделал. Покурил, обратно вернулся. Опять намаз прочитал, шаг сделал, опять. И вот на месте стоишь. А что вперед пойти, что надо сделать? Не делай. Или два намаза прочитал, покурил, опять вернулся, опять на один этот. И вот так тихонечко идешь, и вот тихонечко ты от этого отдаляешься. То есть человек просто потом, он начинает понимать то, что... И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал, намаз отдаляет человека от греховных вещей. От греховных вещей отдаляет. И вы даже сами этого не заметите. То есть, вот так вот. То есть, самое главное, вот как Даня сказал, намерение, да, это самое важное. И вы должны понять, зачем вам этот намаз нужен. Что вы этим делаете? И этот намаз не только, как я вам сказал же, вера, да, именно иман. Он не только вот в этом мире помогает нам, но он помогает нам и в следующей жизни. Потому что человек, который верит в Аллаха, да, мы же сказали, то есть самое первое это вера, во-вторых мы говорим ля иляха илlallah Мухаммад Расулуллах, и докажи, покажи. Вот мы и показываем Аллаху то, что ты меня создал, ты дал мне пропитание, ты дал мне здоровье, семью. У меня все это есть. И за это мы благодарим Его. Благодарим. И вот как бы намаз отдаляет нас от этих греховных вещей. И вот даже когда мы сказали вам первое правило, фазкуруни азкуркум. То есть вспомни меня, и я вспомню вас. И во время намаза мы что делаем? Мы же Аллах поминаем. Мы Его благодарим за это все. Вот что самое важное. Буквально 5 минут. 5 минут. Вот об этом вы говорите на работе как бы тяжело. Я тоже как бы когда нефтехимический колледж закончил, на красный диплом, да, меня устроили на химию работу, в этилен, завод этилен. Да, люди шли курить, а я шел намаз читать. Оперативная работа намаз. Ну не, я вас понимаю, но там все равно Аллах потом облегчает все это. Из этого пока на данный момент утренний, ночной, пожалуйста, читайте. То есть к этому привыкните, а потом Аллах откроет дороги. Почему? Вы думаете, ну как это так? Вот так вот. Потому что вот этот весь мир, который идеальный, где звезды не сталкиваются, планеты не сталкиваются, все идет, каждый день солнце выходит, заходит. Идеальный. Аллах это все облегчит. Ему просто достаточно так щелкнуть, сказать будь, и все. И за это все это, как бы за это не переживайте. Вы начните. Главное начать, а потом Аллах уже все это облегчит. Потому что мы знаем то, что Аллах нас создал из ничего. Аллах нам все это дает. И просто мы как бы благодарим за все это. И все. Так, третье было это у нас закрытие аурат. Четвертое. Направление киблы. Да? То есть примерно вычисляешь. Если не знаешь, то спросил. То есть сейчас есть на телефоне, на часах есть. Если уж совсем ничего не знаешь, вот ты пришел и не знаешь куда, тогда что делать? И спрашиваешь, а никто не знает. У знающих спрашивать? А если никого нету? Нет. Если не знаешь, как думаешь, скажем, да, так и читай. Правильно. То есть не надо так, а вот я не знаю, куда читать, и намаз, ладно, не буду читать. Нет. Вот куда ты примерно, вот посмотрел на солнце, да, например. Так, солнце здесь, да, примерно вот так. То есть чуть-чуть и все, как бы, куда тебе сердце вот ближе, туда и читаешь. Намаз прочитал, там твой товарищ пришел, и туда же надо было намаз читать, в другую сторону. Все равно намаз правильный. Понимаете? Из-за этого нету таких условий, где бы намаз человек не смог прочитать. Все равно, примерно посмотрел и все читаешь туда. Потом пятое что? Время. Вот здесь у нас мусульман в день читает 5 намазов, утренний, еще какой? Иля, Зухар, Икенде, Асар, да? Потом Ахшам, Махриб это считается, и Ясту, Айша. То есть 5 намазов. И у них есть свой период времени. Например, если было бы ровно 12 только читать, да, то это было бы очень тяжело. Всякая ситуация бывает в жизни. Из-за этого
у каждого намаза есть свое время. У каждого есть, вот, например, здесь в мечети у нас есть расписание намазов, например. Да? В телефоне есть расписание намазов. На сегодняшний день, ну, можно сказать, расписание посмотрел, время посмотрел и прочитал. Бывает такое, проспал человек или забыл. Такое тоже бывает. Заработался. Ну, всякое бывает. Тогда что делать? Все, время вышло, не читаем? Читать попозже. Правильно, время вышло, но ты еще намаз не читал. Все равно человек должен намаз, который пропустил, прочитать. Проспал, например. Все, вот, например, утренний намаз. Там от рассвета до восхода солнца. Примерно 1,5-2 часа. Тот период, да? А ты проспал. Ну, бывает, да? Все, проснулся, смотришь уже. Солнце выходит в 6, а ты проснулся в 6:10, например. Все, значит, встаешь, берешь тахарат и читаешь намаз. Ну, говорят, еще в 3 часа ночи есть. Ну, это другое, это потом. Это если все 5 соблюдать. Да, пока это. Ну, смотрите, например, утренний намаз, да? Грубо возьмем, с 4 до 6. Вот этот период. Все, ты можешь будильник поставить или в 4 в начале времени намаза прочитать. Ты можешь поставить в 5:30, проснулся. Еще вот этот период входит, нет, 5:30? Да. Проснулся, тахарат взял, и все, намаз прочитал, можешь лечь спать или уже все, на работу пошел. То есть не обязательно именно в 4 прочитал. То есть можно от 4 до 6. Но, конечно, желательно в начале времени читать. Потому что, когда ты оставляешь на потом, да, на потом, то, ну, всякая ситуация бывает. Форс-мажоры. Да, форс-мажоры. Тогда уже у тебя просто останется времени меньше прочитать намаз. Здесь отрезок времени есть. Да. Это восполнить. А вот так, значит, утренний намаз забыл. А когда начал обеденный намаз читать, вспомнил, что ты не читал. После обеденного намаза его читать можно? Да. Не, ну сначала вот во время намаза вспомнили или когда? Вот когда обеденный намаз читаешь, вспомнил ты, что... Надо сначала утренний прочитать. Естественно. Утренний читаете, потом обеденный. А нет. Не обеденный разве? Нет. У обеденного же время это есть. Вон, нет. Он уже вот настал, я на обеденный намаз сказать, что он тоже подходит. Не подходит, встал я уже. А Ну, тут нельзя вспомнил. успеть утренний прочитать до обеденного. Ага. То есть вы из намаза выходите, читаете сначала утренний, а потом обеденный. Обеденный, значит, мы отодвигаем. Да, потому что тартип-то должен быть. То есть порядок должен быть. Тут тоже тартип нарушается же. Нет, где? Обеденный же у вас еще время же не вышло. Вы же просто его чуть-чуть подвинули, и все, сначала утренний прочитали, потом обеденный. А греха не будет? Как? Ну, попозже прочитал обеденный. Там же определенное время. Ну, нет, мы же вот в этот период, смотрите, например, обеденный с 12 до 2, грубо, да, с 12 до 2. Ты начал так, в 12:30, например, да, начал, и так вспомнил, я же еще утренний не читал. А у тебя же еще время 1,5 часа есть, обеденный прочитать. Ты сначала утренний прочитал, потом обеденный. Ты же успеваешь. А до 10:02, допустим, вот 10 минут остается, все, ты... А там за 10 минут можно и утренний, и этот прочитать. Там же буквально утренние 2 ракаата всего лишь. Там у тебя буквально 2 минуты надо. Короче, до иконды намаза надо будет прочитать и утренний, и обеденный. Да, ну утренний желательно же прочитать в свое время. Ну, естественно, но... Не, например, вот вы с 4 до 6 утренний, да, а проснулся ты в 8. Все, проснулся, прочитал намаз утренний. Это потому что забывается, это уж, ну, редко бывают такие случаи. Но бывает. Ну, бывает, да. Но если же произошел, прочитаешь, вот в это, когда вспомнил, сразу читаешь, потом следующий. И все. Утренний, обеденный, допустим, утренний забыл, оба сразу можно прочитать? Или какое-то время надо подождать? Но если обеденное еще времени не зашло... Нет. Утренний, допустим, я забыл, Ага. утренний я прочитал, и тут же начал сразу же обеденный. Или надо подождать, как... Но если время у обеденного зашло уже, нет? Нет. Нет еще? Нет, тогда не читаете. Смотрите, например, вот вы вспомнили, в 8 проснулись, да? Поработали и вспомнили, я же утренний читал, в 10 часов, например, да? В 10 прочитали утренний. Смотрите, а обеденный же в 12 только заходит. Из этого нет уж, не можете читать. А если, например, вы вспомнили в 12 часов, я же утренний еще не читал. Что делать? Утренний прочитали, смотрите, время уже зашло? Зашло. Обеденный читайте по сразу.
А если времени, ну, допустим, на работе там или какие-то эти были, утренние я не прочитал, обеденные я не прочитал, в 4 часа, по-моему, там. Ну, да, то есть после обеденной. Я могу все 3 прочитать сразу. Конечно, можете. Не, даже до... Но здесь поймите, то есть каждый намаз должен читаться вовремя. В свое время. Да. Но если по какой-либо причине, ну не получилось, бывает такое, да, там, но это бывает, конечно, очень-очень редко, то тогда уж читаешь. Ну, главное, чтобы он читался. То есть, эй, не смог уж, ладно, потом. Потому что потом 5, вот, например, ладно, я вот вечером приду домой после работы и все 5 прочитаю. Это там, знаете, как тяжело. 1,5 часа где-то в сумме выходит? Ну не 1,5 уж, на каждый намаз где-то по 5 минут. Там же... Они же разные длины, если полностью еще добавить. Нет, ну там же есть еще как бы фар, сунна, это как бы мы чуть позже зайдем. Мы сначала как обязательные молитвы. А обязательная молитва в утренней намаза 2 раката занимает 3 минуты. С тахаратом 5 минут. Все. Между пропущенными и действующими промежуток надо? Нет, нет. Не надо? Нет. Можешь, утренний прочитал, и за ним уже обеденный, да? Если у обеденного время зашло. Ну, естественно. Да. Все там. С временем разобрались? Дальше у нас что там? Намерение. Намерение. Смотрите, у нас обычно 2 намаза, которые идут подряд, это вот обеденный и послеобеденный. Они по 4 раката. Там и там 4 раката. И вот здесь вот, а как определить? У тебя уже здесь намерение должно быть. Так, и сейчас я с 12 до 2 у меня обеденный, а с 2 до 4, например, там уже послеобеденный. И вот так именно все делится, все как бы по намерению. По намерению. Например, ты сейчас, например, собираешься читать намаз. Какой? Обеденный. Все, ты прочитал обеденный намаз. Вот именно, то есть намерение тоже должно быть. Вот мы же, помните, говорили о усль. А да, усль мы, вот, у нас есть намерение взять усль, то есть большое омовение, и мы читаем намаз. И мы берем омовение. Здесь то же самое. Без намерения, вот, давай-ка вот прочитаю там намаз. Любой. Нет, так не пойдет. У тебя должно быть намерение прочитать какой-то намаз. То есть у него, например, я обращаюсь, эй, такой-то. Ты к кому обращаешься-то? Нет. Ты что-то вот хочешь, например, у кого-то что-то взять? Ты должен обратиться к кому-то конкретно. Здесь то же самое. То есть у тебя должна быть конкретика. Как бы вот эти 6 условий. Ну и времени, наверное, тут не роли играет. Ну да, ну иногда бывает, например, обеденный ты вот под конец уже читаешь, да? А этот уже вот... В самом начале. Да, в самом начале. Вот иногда может человек просто запутаться. Или, смотрите, иногда бывает такое, то, что человек встал на намаз, да? Сказал Аллаху Акбар и начал читать намаз. А потом думает, какой я намаз читаю? Тогда его намаз неправильный. Намерения нет. То есть намерения нету. Из этого намерения должно быть. Вот так вот. Вот эти 6 условий. Есть вопросы? Пока все понятно? Пока нет вопросов. Ну все, отлично. Тогда, так, на сегодня мы как бы вот с этими условиями разобрались, да? У нас как бы еще 3 урока есть. Мы тогда уже будем разбираться в намазе. То есть на следующей неделе, иншаллах, мы с вами начнем уже разбирать, какие обязательные вещи должны быть в намазе. Да, какие, то есть, что должно быть и что нарушает намаз. Хорошо? Из-за этого у вас домашнее задание постараться суру Фатиха выучить, да? И есть такие суры, Куль хуаллаху ахад. Может, слышали сура Ихлас? Куль хуаллаху ахад, да? И Куль хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якуллаху куфуан ахад. То есть это 2 строчки. Сура какая? Ихлас. Сура Ихлас и «Инна а'тайнакаль каутар». Каутар. Второй какой? Как называется? Каутар. Инна а'тайнакаль каутар. Да. Инна шаника валь абтар, да. Так, секундочку, я посмотрю вас. Вот у вас получается... Вот, получается у вас на 29 странице, да? То же самое.
«Инна атайнака аль-каусар», да, на 29 странице, и на, получается, 34 странице «Куль хуваллаху ахад». То есть вот эти две суры постарайтесь. То есть, ну как бы, вот кто-то уже Фатиху знает, а так если вы, говорю же, можете вот каждый день читать, и уже, иншаллах, запомните. Вот кто-то уже знал, да? Просто надо вспомнить чуть-чуть. Когда они повторяются, бывает. Ну, конечно, конечно. 29-й, который сам снизу вот этот тут? Да. То есть вот эти две суры постарайтесь хотя бы читать. Потом тихонечко этот. Это вот называется нижняя Кауфер, да? Кауфер, да. Ага. Понедельник, четверг — это вот чтение Корана на арабском. Муслар-Ларан. Ага. Ну, из-за учебы как бы пропускал вообще вот другие дни, возможно, так тоже ходить. Ну вот здесь расписание у нас есть же. Да, там посмотрите как бы. Просто там, да, ничего с регламентом, вот эти дни как бы обучения. Первый курс, да? Вот там первый, второй, третий курс. Так. Но пока других, не знаю, надо посмотреть. Ну, если что, когда вот можно подойти как бы индивидуально, может, просто начнем в день, например, там, когда время будет, там, по 10 минут, это же не проблема. Ну, а я, анда, в группу вас скидывают информацию. Просто мне придется прорывать, просто там есть вот направление на арабском, вот именно разговорный, Ага. Да, конечно, все это как бы индивидуально, все это делается. Так, есть еще какие-нибудь вопросы? Сраулар Азбарма? Пока нету? Все по ходу? Я вчера вот пришел, не знаете, что делать. А здесь тоже просто садишься, и когда вот имам что делает, то и делаешь, и все. Это же, ну как бы... И вот тихонечко, я тоже первый раз пришел было в мечеть, думаю, куда идти, что делать? И все, тихонечко как бы направили. Говорю, как бы вот этот первый шаг сделал, и все. А потом уже тихонечко пойдет он. Можно, пожалуйста, вот мы открыты, мы как бы, можно сказать, всегда здесь. Можете подойти, спросить, вот это как делается, вот это. Не надо стесняться. То есть, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, подходили и спрашивали любой вопрос. Абсолютно любой. Из этого как бы можно, ну вот, например, телефон же мой есть, да, у вас. Можете написать, если стесняетесь, например, задать. То есть, любой вопрос мы готовы вам ответить. По любому вопросу. Может быть, не сразу ответим, потому что уроки бывают, да, заняты, но потом ответим со временем. Хазрат, да? Вот практический вопрос. Вот как считается, вот, ну вот возьмем утренний. 2 раката сун, 2 раката фараз. Ага. Один намаз считается или они раздельные? Вот у него есть период времени, да, но они два разных намаза. Первый это сунна, который, если вы прочитаете, то получите награду. Если не прочитаете, греха не будет. А второй это фарз. То есть это если вы не прочитаете, то будет грех. Понимаете? Из-за этого сунну вы можете не прочитать, а фарз вы должны прочитать. Я почему спросил, потому что где-то я вычитал, сказано, что дополнительную суру, одну и ту же суру в одном намазе читать нельзя. Кто вам это сказал? Где это написано? Где-то есть. Я, может быть, найду. Ну, найдите, покажете. Ну, смотрите, не переживайте. Мы же суру Фатиха читаем в каждом ракате. То есть, если исходя из вашего, вот то, что вы сказали, Фатиху же мы читаем. Аят разные, одинаковые. Читай, пожалуйста. То есть, суру Фатиха знаешь, и Куль Аллаху Ахада знаешь, например. Ну, человек только вот начал учиться. А что, ему сейчас намаз не читать, что ли? Фатиху, есть масхабы, только Фатиху читает, дополнительные суру не читает. Вот, вы на свой ответ и ответили. На свой вопрос и ответили. Достаточно где-то суру Фатиха прочитать и все. Если ты суру прочитал, то это уже... Ну это понятно, это суру Фатиха, это основа намаза. Да. Вот. Но по нашему масхабу же к нему еще прилагается какая-нибудь... Другая сура? Другая сура. Да. Так. Но если вы знаете только Фатиху и одну суру, тогда что делать? Один ракат только читать, что ли? Нет, вот, ладно, я посмотрю. Это, знаете, это к чему? Почему они так сказали? Чтобы человек не останавливался, развивался постоянно. А то у нас как? Вот я выучил 3 суры. Нет, а там же еще в Коране сколько сур? 114. Изучай, читай. Старайся. Потом, вот заднюю суру, скажем, так вот,
Кавшар. Ага. Нельзя читать впереди имя. Это вам кто сказал? Абый, пока, знаете, пока давайте сделаем так, читайте, а потом тихонечко до этого дойдем. Потому что, например, смотрите, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сначала читал одну суру, которая была ближе к концу, а потом читал, на втором ракате читал другую суру, которая дальше от конца. Читал же. Из этого мы с него должны брать пример. Он читал, значит мы тоже имеем право читать. За это тоже не переживать. Дело в чем? Источников много. Ага. Есть, может быть, я и что-то в нем это недомысливаю. И по разным масхабам. Ближе нас шафииты тут, да? Нет, ханафитский масхаб. Нет, наш это ханафитский. Ага. Тут ближе с нами, я имею в виду. Вот литература-то, она видишь, вот оттуда идет. Ну мы давайте будем брать. Быть, оттуда я откуда-то Может схватил. быть. Может, но из этого мы идем только по ханафитскому масхабу. Да. Больше ни по какому. Чтобы не запутаться. И из этого у вас какие-то вопросы возникают, пожалуйста, мы готовы ответить на любой вопрос. Из этого, если вы читаете одну и ту же суру в двух ракатах, проблем нету. Если вы прочитали сначала, например, кульху Аллаху ахада, а потом инна атая каль кавсар, да, тоже проблем нету. Очередность сур. Не проблема. Не проблема? Не проблема. Я после вот 95-го день могу прочитать 114 нес. Не, вы сначала можете 114 прочитать, да, на первом ракате, а потом 95-й прочитать. Проблем нету. Так же? У вас такой вопрос был? Ну да, и да? так и это. Да, проблем нету, Абай. Откуда меня вмешивалось, не знаю. Ну бывает такое. Еще есть вопросы? В чем отличие вот этой фарда и сунны? Смотрите. В чем, смотрите. Вот весь намаз, правильно? Да. Где разделяется сунна? Это один и тот же намаз. Это все возвращается к намерению. Смотрите. Есть, например, фарз намаз. Это обязательный. Который человек, если не прочитает, то на нем будет грех. Из-за этого мы его должны обязательно читать. Но это мы чуть дальше зайдем, да, например. Ну, ладно, начну. А есть сунна, это дополнительный. То есть человек, если его не прочитает, то на нем ничего не будет. Если прочитает, то будет награда. Да? Из-за этого, ну мы пока мы учимся только фарз намаз читать. Где граничит фарз? Это полностью фарз. Нет, смотри, получается фарз и сунна, они одинаково читаются. Все возвращается к намерению. Это мы чуть позже разберем. Хорошо? Пока, то есть, суру Фатиха учите, потом кульху Аллаху ахада и инна атая каль кавсар. А потом уже в следующей неделе мы с вами заходим на намаз. Если у вас будут какие-то вопросы, на листочек можно записать или на телефон пишите. Мы уже во время урока разберем все это. Ну, этого я как бы сейчас начал бы, но просто вы сейчас запутаетесь. О, еще это. И можете, нет, это для меня тяжело, мне это пока не надо. Ну, такое тоже может быть. Из-за этого пока мы вот так тихонечко постепенно идем. А? Не пугай. Да. Ярарма? Ну, прочитать эту книжку, и там все понятно. Ну, альхамдулилля. Так, есть еще вопросы? А если вот урок пропустил, там рабочий, можно записывается запись, пожалуйста, смотрите. Источник, то есть как бы. У нас Мухтасибат НК, так ведь? Да. В Инстаграме. То есть, нет, у нас YouTube, да? В Ютубе, то есть там этот... Да, проблем нет, то есть, иншаллах, можно найти уроки. Радиф Хазрат. Еще вопросы есть? В Ютубе, да, Мухтасибат НК, так ведь? Нижнекамский Мухтасибат. Нижнекамский Мухтасибат НК. Так что давайте отдыхайте. У вас еще один урок, а то скажете, ему держу, даже отдыхать не дают. Раз, субханаллах, вихамдик, шаду алла иляха илля анта. Да? Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллах.